Добрый день, уважаемые эксперты и участники конференции. Меня зовут Прокопьев Тит, я ученик 5 класса Сунтарского политехнического лицея-интерната. Хочу представить вам свою работу «Белемниты. Древние ископаемые мелового периода». Сунтарский улус богат уникальными природными местами, которые могут восстановить хронологию событий живого мира. Одним из таких мест является Кемпиндей. Исследование окаменелости позволяет узнать информацию об организмах, живших многие миллионы лет тому назад. Целью моей работы является изучить особенности строения белемнитов, древних ископаемых животных, живших многие миллионы лет тому назад. Для того, чтобы выполнить мою цель, я поставил несколько задач. Найти и изучить литературу по данной теме, как можно больше разузнать о белемните, собрать экземпляры, описать и сравнить экземпляры. Методы моего исследования – это изучение литературы, сравнение, описание, обобщение. Практическая значимость моей работы является в том, что данный материал можно использовать в уроках биологии в качестве дополнительного материала, а также изучить историю родного края. Вся природа Сунтарского улуса является кладезем уникальных природных мест, грязевых озер, залежей угля, окаменелого леса, кладбище динозавров, разноцветная глина, озеро Сардана, где водится щука до 1,5 метра размера, а также горы. Самой старой после Урала является Амяксенкаэта. Находится 15-18 километров выше села Вилючен, гор Унех-Утах. Кемпиндей, как чудо природы, издавна привлекала первооткрывателей, исследователей и ученых. Впервые Кемпиндей упоминался в картах России в чертеже всех сибирских городов и чертежей в 1701 году. Веннакай находится в 3 километрах от села Кемпиндей, где можно найти окаменелые останки двухсотчатых моллюсков и белемнитов. Что такое белемнит? Белемнити – это останки раковин древних головоногих моллюсков белемнитов, живших в мезозойскую эру и полностью вымерших 65 миллионов лет назад. Древние белемниты являлись обитателями морей, хищниками. Большинство белемнитов очень хорошо плавало. Они вырабатывали чернильную жидкость, чтобы сделать дымовую завесу и убирать от хищников крупнее. Достигали они в размере от 15 до 20 сантиметров в длину. Из горных пород экземпляры извлекали осторожно ножом. Действовать надо было аккуратно, а то можно было повредить экземпляры. Экземпляры клали в газеты, особо хрупкие можно было заворачивать ватой. Нам удалось найти 2 фрагмента фрагмокона и 2 фрагмента ростра. Фрагмент фрагмокона поддерживал плавучесть белемнита. Если белемнит хотел выплыть, то часть фрагмокона заполнялась воздухом, а если погрузиться, то водой. А ростр помогал сохранять белемниты устойчивость. Также фрагменты белемнитов в виде экспоната хранятся в Утайбохойском музее имени Бессонова. В заключение хочу сказать, что Кемпиндей – это местность, богатая полезными ископаемыми. Здесь сосредоточены охотничьи угодья, соленые речки, теплые ключи и горы. Окаменелости древних животных белемнитов представляют собой интерес в связи с тем, что по ним можно представить, каким был древний мир, каким был животный мир на территории Кемпиндея несколько миллионов лет тому назад. Наши находки окаменелых белемнитов свидетельствуют нам о том, что на территории Кемпиндея несколько миллионов лет тому назад было море. Кроме того, останки обнаружены вблизи сел Устье и Хадан. Спасибо за внимание.